Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Восьмые международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут летом следующего года на своей исторической родине, в Якутске. К этому событию идет масштабная подготовка. «Дети Азии» обещают стать самым масштабным событием в стране в следующем году. В Москве в павильонах международной выставки форума «Россия» состоялся День Республики Саха-Якутия. Также в рамках форума прошла презентация будущих восьмых летних спортивных игр «Дети Азии». Сегодня гость в студии Владимир Максимов, президент Международного комитета «Дети Азии». Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вот сегодня вы в Якутске. Какие у вас впечатления вы получили от выставки форума «Россия» НВДНХ? Ну, безусловно, формат форума он подразумевает именно показ достижений страны в различных сферах. И очень отрадно, что республика в одно из достижений главных включила, наверное, не будет преувеличением сказать, главный социальный проект республики — это Международные спортивные игры «Дети Азии», тем более, что в следующем году город Якутск вновь встречает на своей родине эти игры, поэтому впечатления самые, скажем так, радужные, они самые позитивные, потому что мы видели, какое внимание, какой интерес есть у представителей, скажем так, сферы спорта, жителей Москвы и к проекту во время презентации, потому что зал был полон гостей, и те очереди, которые стояли у павильона республики, это тоже показывает заинтересованность, обычных граждан, обычных москвичей, гостей столицы к региону. Вот каковы, на ваш взгляд, ключевые моменты презентации восьмых игр «Дети Азии»? В первую очередь, в большей степени было уделено внимание тем результатам, которые были достигнуты благодаря этим играм, и тем перспективам, что дают игры в целом. На площадке презентации именно шла речь о том, какое влияние дают игры для подготовки спортивного резерва, для международного сотрудничества, для становления подрастающего поколения, оздоровления нации. В большей степени именно это главная идея, которая была изначально в 1996 году озвучена первым президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым, основателем игр. Поэтому я думаю, что в этом направлении, скажем так, то движение, которое было в обсуждении этого вопроса с участием руководства спорта России и руководства республики, оно, скажем так, правильный посыл для подрастающего поколения и для будущих организаторов. Что касается руководства спорта, как раз в рамках презентации игр было подписано соглашение между Якутией и Олимпийским комитетом России. Какие планы и перспективы открывает такое сотрудничество для Якутии? Стоит отметить, что это было первое соглашение со стороны Олимпийского комитета России, подписанное с субъектом. То есть республика стала первым субъектом, с кем, скажем так, олимпийский орган, отвечающий за олимпийское движение в стране, подписал соглашение. Оно всеобъемлющее, скажем так, очень обширное, в первую очередь направлено на развитие олимпийского движения в регионе, на вопросы, касаемые образования, олимпийского образования, потому что я считаю, что это правильный такой посыл в части того, что сегодня вообще спорт строится на идеалах олимпизма, и всех нас воспитывали конкурировать в честной борьбе. Так или иначе, мы сегодня видим в различных вопросах, к сожалению, скажем так, идет немножко перестроение понятий. И в связи с этим то, что будет здесь в рамках
исполнение этого соглашения, да, что детям с детства через образовательные проекты, которые имеются у Олимпийского комитета России, да, и у регионального подразделения Олимпийского совета республики, будет именно идти олимпийское образование, именно донесение до детей истинных олимпийских ценностей. Это в том числе и координация с членами Олимпийского комитета России, которыми являются все общероссийские федерации по видам спорта. То есть здесь такое более тесное взаимодействие между республикой и остальными членами Олимпийского комитета России. Ну, также в рамках 8-х игр будет проведен международный форум юных олимпийцев. Расскажите о важности детского спортивного образования вообще и какие проекты реализуются Международным комитетом игр Дети Азии в этом направлении. То, что касается форума юных олимпийцев, это форум уже, который будет проведен в 6-й раз. Но опять-таки стоит отметить, что впервые он пройдет за пределами Москвы. То есть 5 форумов проходили только на площадках Москвы. И опять-таки республика будет первым регионом, где этот форум пройдет. Очень себя хорошо зарекомендовал данный форум. Он опять-таки его посыл именно на олимпийское образование. Это встречи с олимпиониками, с олимпийскими чемпионами, с людьми, которые достигли, скажем так, наивысших спортивных результатов. Максимально мотивационная часть будет присутствовать. И я думаю, что и сегодня уже обговаривается о том, чтобы, скажем так, делегаты от стран-участниц, допустим, да, это одно, но от Российской Федерации, чтобы республика максимально представила, то есть были задействованы дети наши здесь, которые проживают на территории республики. Это тоже хороший такой, скажем так, гуманитарный посыл на будущее для наших детей, для воспитания, чтобы они могли, скажем так, в прямом контакте пообщаться с детьми, с олимпийскими чемпионами, со своими кумирами увидеться. Поэтому будет большой десант именитых спортсменов сюда, также в том числе и с руководством Олимпийского комитета прямой диалог. Будут презентованы различные мероприятия, игровые мероприятия, в том числе направленные именно на повышение образованности именно в части олимпийских ценностей. И я думаю, что и этот вопрос, и предыдущий вопрос показывает то внимание, во-первых, это стало, проведение форума стало итогом встречи Алексея Сергеевича Николаева с Станиславом Алексеевичем Поздняковым в прошлом году, где они проговорили как идею проведения этого форума здесь. Предложение поступило от президента Олимпийского комитета России. И на полях форума было утверждено о том, чтобы этот форум прошел здесь. Это показывает о том, насколько тесные отношения у республики с Олимпийским комитетом России на сегодняшний день выстроены. И внимание руководства республики именно к, скажем так, образованию, воспитанию подрастающего поколения. Как раз если смотреть в будущее, да, какие планы и перспективы открываются для молодых спортсменов, принимающих участие в подобных форумах и проектах? То, что касается достижения спортивных результатов, об этом много говорится, везде говорится. Мы видим наших выпускников, так скажем, да, которые достигли определенных успехов и в спорте, и в различных других направлениях жизнедеятельности. Также, конечно, сегодня Международный комитет уделяет большое внимание разработке, внедрению и развитию образовательных проектов, направленных именно, опять-таки, на олимпийское образование, но помимо этого еще и вопросов подготовки спортсменов именно в части психологической настройки, допустим, да, и вообще вопросов ситуационных, которые, скажем так, не касаются и не написаны в учебниках, но они разработаны в том числе с помощью наших выпускников, которые прошли этот жизненный путь спортивный. Это и поведенческие моменты, скажем так,
приоткрою немножко вперед. Во время игр будет презентован и запущен для всех участников новый проект, который разрабатывается сегодня Союзом выпускников игр «Дети Азии». Он направлен в большей степени на поведенческий, скажем так, поведенческое воспитание спортсменов, это в том числе и как себя вести с журналистами, как отвечать на вопросы, как реагировать на те или иные какие-то каверзные моменты или ситуации, связанные там с неправильным судейством. Этого не рассказывают, к сожалению, да, ни на уроках, ни на тренировках. Вот. Но это одна из немаловажных таких частей для построения будущей карьеры спортсменов. Это и переход с детской сборной во взрослую, допустим. Ну, то есть вот такие вот моменты, которые спортсменам необходимы. И они, если будут идти из первых уст от людей, которые достигли олимпийского пьедестала, вот, это, я думаю, что большой такой посыл на будущее. Вот, поэтому здесь мы говорим, что сегодня «Дети Азии» — это уже, скажем так, не столько спортивный, он всеобъемлющий, межкультурные отношения, образование. Вот. Я думаю, что максимально вот в те 12 дней максимально мы постараемся, чтобы наши спортсмены не только соревновались, но и получили хороший задел на будущее для своей карьеры. Ну и как в целом идет подготовка к играм «Дети Азии»? На сегодняшний день региональный организационный комитет, скажем так, работа идет в полной мере. Мы все видим, какие ремонтные работы были, да, скажем так, они продолжатся в следующем году и сейчас где-то идут. Это большое планирование по организации сервисов, которые будут предоставлены для гостей и участников в следующем году, комплектование культурной программы. Вот. Ну, здесь стоит отметить, опять-таки, то внимание главы республики, которое он уделяет персонально вопросам подготовки к играм следующего года. Вот, скажем так, в большинстве своем подготовка идет именно в тех рамках, плана, который был утвержден в начале всего этого пути, после того, как мы подписали контракт о проведении этих игр в городе Якутске. Поэтому я уверен, что по тем моментам, где идет отставание, оно догонит и перегонит, и ощущается, насколько республика соскучилась, сколько, скажем так, ожидание большое к этим играм. И я уверен, что всеми силами, общими силами, в первую очередь, ну, в том числе и в первую очередь население республики, игры будут организованы на высшем уровне, и республика покажет все свое гостеприимство. И так как все-таки всегда славилась Якутия своим гостеприимством, но и в то же время мы все понимаем, что проект, который рожден здесь, тем более после того, как игры уже в 3 регионах прошли, с момента, как здесь захочется показать еще высший уровень, и это отрадно, что от игр к играм уровень проведения игр он повышается. Ну, действительно, мы все видим, как объект строится, идет масштабная подготовка. Мы все, можно сказать, в предвкушении уже старта 8-х игр «Дети Азии» в Якутске. Владимир Владимирович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.